О чем вы тут Я из Сибири. общаетесь? Я из Сибири. Сибирь это понятие, знаете, за Уралом всю Сибирь. Западная Сибирь, город Омск. Омск, да, это ну, ближе к северной части Казахстана. Совершенно верно. Да, да, да. Это раньше Омбы, Томбы были, казахские земли были когда-то, ну, исторические, глубокие исторические времена. Потом Российская, ну, империя пришла, или там царская Россия пришла, или Россия неправильно, Московия пришла и захватила. Ну, на самом деле, это были не казахские, а... Друзья, как вы можете нас поддержать? Если вы намерены покупать и продавать криптовалюту, то вам нужна популярная и надежная биржа. Мы рекомендуем биржи, которым пользуемся сами. Регистрируйтесь в них по нашим ссылкам. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо. разные разбитые, раздробленные племена татаро-монгольских племен. Это не было государство какое-то определенное. И назови, в Омской области озера, реки есть? Я договорю и потом на этот вопрос отвечу. Да. Тем более не было тогда Казахстана. Ага. Казахстан образовался в советское время как государство. Ага. А до этого это были тюркские народности раздробленные. А казахи не тюрки? Конечно, тюрки, да, но государственности, как Казахстана, не было. И поэтому говорить, что омбы или томбы определены к казахскому государству, это, ну, так сказать, не очень. Скажите, пожалуйста, Артын, Такмык, это... Я не знаю, что вы перечисляете. Это города в Омской области. Таких нет городов. Да, мелкие города, населенные пункты. Понимаете? Калачинск, Калач, да, тюркское слово. Да, вот. Калач? Да. Калач тюркское слово. Да, да. Значит, Шербакуль. Не, стойте. Калач? Да. Калач? Да. Это тюркское слово? Да, да. А что, думаете, что давайте русское смотреть. слово? Давайте смотреть. Давайте. От православного, от которого в числе прочего древнерусский калач, досмотр, украинский калач, болгарский калач, каравай, серхороб, калач, славянское, чаковское, калач, чешское, словацкое, калач. Тюркского ничего нет. Так, что обозначает калач? Я же вам прочитал только что. От православного, которого в числе речи о произошедшей древнерусской калач, украинский пшеничный калач, хлеб. Правильно, и все, Ну. да. Но это все древнерусское, украинское, калач. Слушайте, о каком древнерусском идет речь, я не могу понять. Если русское оно появилось в 19 веке, это древнее? Это в интернете написано так, что калач это не... Шербакуль. Подождите, мы с калачом не справились еще. Хорошо, исправились. Шербакуль, что, вы правы? Не пойдет. Молодой человек, мы идем дальше, вы правы. Вы правы. Не пойдет. Вы правы, я же вам согласился, чтобы дальше пойти. Все. Все. Да, надо же дальше идти, да? Вот. Я прав? Саргат, что это такое? Не, я прав. Вы правы, все, хорошо. Саргат, что это такое? Саргат. Давайте мы тогда вернемся к изначальному вашему вопросу. Вернее, вбросу. Вы сказали, это не что вброс. Томбы. Тюкал. Послушайте, Тюкалинск. Тюкал. Это русское слово. Подождите, стойте, вы меня дослушайте до конца. Угу. Вы сказали, томбы и омбы это казахские земли. Мангут. Я вам сказал. Это тюркское слово, вернее, русское слово. Мангут это вообще Тюменская область. Еще раз. Так. Подождите, стойте. Нет, Мангут входит в вашу область, Омскую. Прямо на границе с Тюменской областью. Тюменская область. Смотрите. Нет, Мангут входит в вашу область. Давайте еще раз. Вы сказали, что томбы и омбы это казахские. Назовите, пожалуйста, хоть одно озеро. Стойте. Да стойте вы. Мы сейчас вернемся ко всем вашим
вбросом без проблем. Но изначально вы же сказали, что Томбы и Омбы это казахская степь. Казахская... А я сказал, что Казахстан образовался... Название, если казахские, значит, это казахская так степь. Я же сказал, что Казахстан образовался только в советское время, а все остальное время эти молодой земли человек, принадлежали тюркским народам. Франция была Галией. Что, давайте переименуем. Вы меня не будете слушать? Я же говорю, Франция, из-за чего Казахская республика образовалась? Потому что казахские ханства были, потом Советский Союз захватил, правильно? Да, и империя захватывала, да, часть казахских земель. Захватил Советский Союз, и из-за казахского народа назвали Казахской республикой, правильно? Нет, нет, конечно. Ленин решил, что, значит, эту землю я буду называть Казахстаном. Да нет, конечно, нет. Тогда объясните мне, почему Казахстан назвали Казахстаном? Давайте я объясню, давайте. Вы с самого начала сказали, что Омбы и Томбы это казахские земли. Казахские относятся к казахскому народу. Но я вам сказал, что тогда не было понятия Казахстана и казахского народа. Не было? Сейчас мне казахи напишут. Подождите, стойте. Уважаемые казахи, напишите, пожалуйста, когда понятие казахского народа первый раз появилось и упоминается. Давайте у казахов спросим. У меня казахи сидят. Боимся, да? И я вам отвечу на все вопросы. Казахи, будьте добры, напишите мне. Туран житель, Эльдар, он от пьянства мозги вымыл. Нет, ребята, это не подходит. В 1465 году упоминается казахское ханство. Вот казах мне пишет. Я вас не слышу сейчас. Почему? Давайте мы вернемся к вашему вопросу еще раз. Давайте. Включаю вам звук. Смотрите, изначально вы сказали, что Омбы и Томбы это казахская изначально территория. Я вам сказал, что во времена, когда Российская империя захватывала эти территории, тогда не было Казахстана. Стоп. Тут я хочу ремарку поставить. Ставьте. Вот пишет казах, что первое упоминание о казахском ханстве 1465 год. Так, что? Вы только что сказали, что казахского народа не было, а казахское ханство было. Получается. Нет, я так не говорил. Я сказал не казахского. Вы сказали, что Казахстана и казахского народа такого не было. Казахстана не было, как таковой государства. Казахстана могло быть не быть. Ну, слушайте, и Украины тоже не было, потому что Украина была завоевана Российской империей. Правильно, Украины не было. Ну, значит, украинцев не было? Нет. Ну, вы слушайте, к русским кораблям мне больше не о чем говорить.